Сейчас вопрос океана и криосферы, или попросту говоря холода, для нашей страны особенно актуален. Сейчас 60% наших рубежей — это как раз морская граница. И опять же 60% страны находится в зоне вечной мерзлоты. Но сейчас эта мерзлота становится все более зыбкой. Только за прошлый век планета прогрелась на градус, и потепление еще на 2 советуют уже предотвратить. Есть оценка, что если будет потепление на 1,5 градуса, то в Арктике будет часто появляться лето безо льда, а если на 2 градуса, это будет еще чаще. Это может вылиться в поднятие уровня мирового океана, что грозит затоплением прибрежных городов. Как обнаружили, серьезно тают не только полюса, но и южные горные районы. От этого начали страдать лыжные курорты. Это не только горные лыжи, это привлекательность гор, у которых исчезнут эти ледники, да, альпинизм и все остальное. Многие курорты в Южной Германии, они уже не функционируют как горнолыжные. В России для Красной Поляны это существенный момент. Они думают о том, как продлить сезон. Как подсчитали, в Татарстане за 2 последних столетия потеплело на 4 градуса. В этом видят и плюсы, и минусы. Принято считать, что это, конечно, негатив. Дело в том, что потепление идет чрезвычайными темпами. Вот опять же, с 1978 года очень высокие темпы этого потепления. Конечно, есть и положительные стороны этого потепления. То есть, конечно, ледники тают, но в то же время в нашем регионе удлиняется период, когда не нужно отапливать помещение. Как считают ученые, изменения на планете на 80% связаны с деятельностью людей и выбросами углекислого газа. Их уже нужно не только прекратить, но и откачивать газ обратно из атмосферы. Предлагаются какие-то, так сказать, энергетически выгодные способы как-то связывания углекислого газа атмосферы или там разложения СО2 на углерод, да, например, и чистый кислород. Кислород идет в воду, углерод в виде практически сажи там можно где-то хранить, скажем, или даже повторно использовать. Делиться взглядами о том, что будет и что делать, эксперты будут всю эту неделю. По итогам должен появиться доклад для руководства стран. Мировому сообществу его представят этим летом. Дмитрий Аверин, Алмаз Зайдинов, ТНВ, Казань.